Ну а 30 января 2017 года в городе Якутске на базе Северо-Восточного федерального университета имени Амосова прошел очный отбор для 3-го международного молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России». Прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть отчетный клип этого форума, после чего продолжим эту тему. В наших стремлениях и мечтах дальний край, как зверь, которого никто не видел. Это место новых открытий и свершений. Природа во всей красе. Говорят, кто там был, готов вернуться. Статус арктической державы не дается просто вот от Бога, от того, что мы в Арктике расположены. Но это требует ежедневных усилий, работы. С любовью к своей профессии, что очень важно, особенно если ты работаешь в Арктике. Уверен, нынешний форум станет площадкой для серьезных профессиональных дискуссий, образовательных программ, тренингов и творческих конкурсов. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Это профессия? Нет, это жизнь. Здесь за каждой цифрой стоит невероятный труд. 1000 трудностей. И они преодолели все. Все эти открытия изменили мир. Настал наш черед. Вообще аудитория подобралась достаточно активная, что вселяет уверенность в высокий уровень ментальности собравшейся публики и дает надежду на то, что свое место под солнцем они завоюют. Свернуть с пути и сдаться – это не для нас. Мы преданы мечте, взахлеб, до слез, отчаянно и жадно, как деды и отцы. Мы держим это знамя. Потому что Арктика особая. Она требует сильных людей, ближе общаться друг к другу. Честным по отношению друг к другу надо быть. Та жизнь, которая там, она немножко труднее. И это сплачивает людей. Мы все семья. Мы все большая семья. Давай вперед. Держи мою руку. Уверенно и жестко. Нам брошен вызов. Нам есть чем бить. Моя страна. Моя мечта. Моя команда. Нам под силу. Ты заслужил быть частью большой арктической команды страны. Доброе утро! В образовательном форуме приняли участие более 70 участников. Это студенты, магистранты, магистры, аспиранты, интерны, ординаторы, молодые ученые, специалисты, заинтересованные в развитии опорных зон Арктики, приняли участие в мероприятии. И в связи с этим у нас сегодня в гостях Анна Валерьевна Аперян, программный директор форума «Арктика. Сделано в России». Доброе утро. Доброе утро. Анна Валерьевна, ну давайте начнем, наверное, с беседу, само собой. Что за форум, какие цели вообще поставлены? Форум молодежный, образовательный, как вы уже сказали, и сейчас особенно в рамках того, что 2017 год это посвящен году экологии, актуальны вопросы именно развития арктического региона и со всех сторон, со стороны экологического аспекта. И я в первую очередь хотела бы сказать, что прибыла в Якутск по приглашению лично Министерства охраны природы, и здесь нам также помогали коллеги из Министерства по делам молодежи, и отдельное спасибо за предоставленную площадку по отбору кафедре экологии университета, Северо-Восточного федерального университета, хочу сказать, потому что они активно помогли нам провести отбор. И форум, он, естественно, нацелен на Арктику, на развитие арктического региона. Мы стараемся собрать молодежь, которая сейчас увлеченно занимается развитием данного направления, причем ученых, возможно, кто работает в этой области, потому что стратегически важный регион,
есть задачи, которые необходимо решать, необходимо привлекать молодежь, вовлекать, чтобы продвигать и развивать социально-экономический аспект в Арктике. Как проходил отбор? Каким образом? Вначале мы собрали участников, провели презентацию форума, рассказали о том, что их ждет в этом году. И после этого они были приглашены к собеседованию. Также нам коллеги из Северо-Восточного федерального университета помогли, потому что большое количество участников. Мы провели совместное собеседование. Было очень интересно, потому что здесь специфика региона, она как раз таки располагает. Ребята многие увлеченные, очень много экологов, очень много строителей, проектировщиков именно вот на мерзлотных грунтах, как раз таки те специальности, которые мы ищем активно. А вот отбор в нашем регионе чем-то отличался от предыдущих городов, в которых вы побывали? Может быть, в каком-то направлении больше было специалистов? Да, в целом, я же говорю, по большей степени здесь очень много участников, которые занимаются экологическим аспектом, причем здесь экология такая нетривиальная. Если в Центральной России по большей степени это связано, там, возможно, с загрязнениями, да, окружающей среды, здесь помимо этого еще ребята занимаются и флорой, и фауной, и специфика по экологическому аспекту в плане исторических каких-то находок, которые здесь существуют вот на территории республики. Но участники уже определены, сколько человек будет представлять нашу республику? Пока нет. Дело в том, что мы сейчас провели отбор, и я вот сегодня как раз таки возвращаюсь в Москву, и я подведу итог по рейтингам, по оценкам, и уже ближе, наверное, к 10 февраля на сайте Росмолодежь мы вывесим списки участников, кто прошел от республики на форум. А вот предварительно можно уже сделать выводы, вот кто будет представлять команды? Это больше там студенты, ученые? По большей степени это магистры, аспиранты, действующие специалисты, молодые ученые в возрасте до 30 лет. Ребята уже опытные, потому что задача, которую мы ставим для участников форума, она государственного уровня, это развитие опорных зон в Арктике. И здесь, конечно же, нам интересно поработать с ребятами, которые уже могут и с высоты своего опыта рабочего, да, какие-то возможные идеи привнести. Сейчас государство заинтересовано именно в молодежи, в их идеях, и необходимо как-то свежие мысли вносить вот в развитие региона. А вот иностранные специалисты с каких стран ожидаются? Со многих стран. Это страны Арктического совета в первую очередь. Также это страны заинтересованные. Китай, Япония, Мексика, Италия, Венесуэла, Сирия даже есть. Вот поэтому у нас очень широкий спектр иностранных участников. А это также профильные ребята, которые занимаются арктическим регионом, несмотря на то, что некоторые страны к Арктике не имеют отношения. Ну, сам форум пройдет в городе Архангельск, да? Да, он пройдет в Архангельске. Причем я хочу сказать, что в этом году мы выросли в формате. Мы являемся официальной молодежной площадкой международного форума «Арктика. Территория диалога», который также пройдет в конце марта в Архангельске. И поэтому здесь у нас и требования по участникам, естественно, и по задаче, как я уже говорила ранее, достаточно высокие, и все будет абсолютно реально. Это реальные вопросы, реальные проблемы, которые ребята будут решать консолидированно вместе в командах на форуме. Что ж, Анна, спасибо вам, что пришли к нам этим утром. Отличного вам проведения форума. Мы знаем, что сейчас буквально сразу после эфира вы уже вылетаете в Москву. Да. Удачного вам полета, мягкой посадки. Спасибо вам.